Главные события среды 21 февраля в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Дети до 14 лет не смогут покинуть Россию без документа, подтверждающего гражданство. С 1 марта вступают в силу новые изменения в законодательство. Расскажем о них подробнее. Открыто, законно и легитимно. Общественники и политические организации, которые примут участие на выборах президента, подписали соглашение. Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины совсем скоро отметит юбилей 30 лет со дня организации. За эти годы через его стены прошли тысячи благодарных пациентов. Строевая подготовка, сборка-разборка автомата и бег в противогазе. В Якутске прошел финал соревнований «Патриот». Хоккей, сноуборд, северное многоборье и фигурное катание. Алдан и Нерюнгри примут спартакиаду по зимним видам спорта. Действующую программу расселения аварийного жилья досрочно завершили 34 региона, и 14 уже приступили к новой программе. Об этом министр строительства и ЖКХ Эрик Файзулин заявил в прямом эфире. По его словам, всего по программе переселены из аварийного жилья 667 тысяч человек. Сегодня правительство работает над формированием новой и обеспечением ее финансирования. Также Файзулин отметил, что продолжается и работа в рамках комплексного развития территорий. Это позволит комплексно развивать инфраструктуру, расселять аварийное жилье, создавать рабочие места, подчеркнул он. Горнодобывающие предприятия Алданского района уверенно держат пальму первенства в республике по добыче золота. Этот факт подтвердил и министр промышленности региона Максим Терещенко на отчетах правительства в Алдане. Каким рекордом готовы металлурги в этом году, узнал Руслан Павлов. В минувшем году Якутия заняла второе место по добыче золота в России и, похоже, не собирается сдавать позиции, а только наращивать их. Последние 3 года республика входит в тройку лидеров среди регионов страны, где ведется добыча золота. Мы говорим лишь о том, чтобы жители промышленных районов сразу чувствовали эффект от роста показателей промышленности. Раньше это было, ну, скажем, с большим отлагательным моментом. Поэтому сейчас это происходит. Вот за эти 5 лет мы, я считаю, что в корне поменяли настроение и градус в населении, а население в части своих условий труда и жизни. А что касается новых рекордов золотодобычи, то ставятся очень амбициозные задачи. Лидером по извлечению драгоценного металла внутри республики является первенец золотодобывающей промышленности региона Алданский район. 17,5 тонн золота за прошлый год и заслуженное первое место в рейтинге. На первом месте у нас в Якутии, это важно для алданцев, сегодня уверенно находится Алданский район, это 17,5 тонн. Мы говорим о тоннах, но за этим всем люди стоят. Это одна из самых высоких зарплат сегодня промышленности, это золотодобыча. Люди едут сегодня в Алдан, мы видим, как меняются территории вокруг. Сегодня в бюджете Якутии золотодобыча третья по значимости. То есть на первом месте алмазодобыча, затем нефтегазодобыча, и вот на третьем месте уверенно, да, здесь находятся наши золотые компании. Более того, впервые в истории Селигдар вышел в лидеры по добыче драгоценного металла в Алданском районе. Этому способствовали благоприятные погодные условия, а главное – целеустремленность коллектива компании. Мы проводили модернизацию, мы проводили замену оборудования, устаревшего оборудования на более современное. Мы применяли новые технологии, и это нам позволило уже в 2023 году, ну, конечно, с небольшой помощью погодных условий, которые нам удлинили наш сезон, достигнуть таких результатов. Техническое перевооружение, строительство крупных фабрик и разработка новых месторождений позволяют говорить о стремительном развитии компаний и золотодобывающей отрасли как в Алданском районе, так и в республике в целом. К примеру, Селигдар к 2025 году планирует запустить в строй вторую золотоизвлекательную фабрику, что позволит нарастить объемы добычи золота в год на 2,5 тонны. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алданский район. Законно, открыто и легитимно состоялось подписание соглашения между политическими партиями и общественными организациями, которые примут участие на предстоящих выборах президента страны. Отмечу, Общественная палата республики за последние годы приняла участие в выборах глав районов, депутатов Госдумы, законодательных органов, а также в выборах Илдархана. Помимо этого, Общественная палата который год работает и с общественными наблюдателями, которые в дни выборов на избирательных участках следят за процессом.
Фактически у нас уже на сегодняшний момент сформирована база, я думаю, почти полупрофессиональных общественных наблюдателей, которые делают все, чтобы выборы прошли честно, открыто, законно и легитимно. Вот это самая главная задача, та, которая ставится перед общественным наблюдением, чтобы никто потом не говорил о том, что были какие-то определенные нарушения. Вот чтобы их не было, как раз этой работой занимаются общественные наблюдатели. В России изменились правила пересечения границы для детей до 14 лет. Если до сих пор они могли пересекать границу по свидетельству о рождении, не подтверждая гражданство, то сейчас вступают в силу новые правила. Какие, расскажет мой коллега Аманотов. По указу, подписанному президентом Российской Федерации в ноябре 2023 года, для детей, не достигших 14-летнего возраста, при выезде из страны нужно оформить вкладыш либо проставить отметку о гражданстве в бланке свидетельства о рождении. С готовыми документами законный представитель со своими детьми могут спокойно выезжать за пределы территории России. Кто у нас не достиг возраста 14 лет, необходима отметка о принадлежности к гражданству Российской Федерации. Данная отметка проставляется в наших территориальных подразделениях по вопросам миграции на территории республики. Для этого гражданину необходимо обратиться в любой территориальный пункт. По внутреннему паспорту у жителей страны возможен выезд в Абхазию, Южную Осетию, Киргизию, Казахстан и Беларусь. А ребенок при предоставлении свидетельства о рождении с обязательным штампом о гражданстве России. Требования мы получили сейчас от авиакомпании «Аэрофлот». Это первая авиакомпания, которая внесли строгие требования. Согласно указа президента Российской Федерации номер 889 от 22 ноября 2023 года, где прописано, что граждане Российской Федерации оформление производится по российскому паспорту. Это у нас внутри России. Особые требования указаны к несовершеннолетним детям до 14 лет при оформлении на свидетельстве о рождении должна стоять отметка о гражданстве. По всем вопросам граждане республики могут обратиться напрямую в территориальные подразделения по вопросам миграции по месту жительства или в управлении по вопросам миграции МВД по республике Саха-Якутия в городе Якутске по улице Федора Попова, 6. Аманотов, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины совсем скоро отметит юбилей – 30 лет со дня организации. Он стал функционировать на базе детской городской больницы. На сегодняшний день в медорганизациях функционируют кабинеты отделения медицинской реабилитации для детей. Подробности расскажет Даяна Федорова. Еще в 1994 году в столице республики впервые открыли отделение восстановительного лечения и реабилитации детей психоневрологической патологии на 15 коек-мест. С течением времени стало функционировать 50 круглосуточных коек по детской реабилитации и 100 коек дневного стационара. За прошедшие годы детская реабилитационная служба через тернии к звездам уверенно шла вперед, проходя через многие трудности. Беспрецедентный вызов эпидемии показал не только сильные стороны, но и проблемы отечественного здравоохранения. Как вы знаете, уже принято решение о запуске специальной программы по развитию системы медицинской реабилитации. Она должна стать современной и доступной, эффективно помогать людям преодолевать последствия болезней и травм. После пандемии коронавируса Владимир Путин поручил реализовать программу по созданию системы реабилитации. На сегодняшний день успешно действуют стационары, а также расширено оказание медреабилитации в амбулаторных условиях. 10. Молодцы. Чувствуете, да? Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят лечение в отделениях медицинской реабилитации круглосуточного и дневного пребывания. В кабинете механотерапии занимаются дети школьного возраста от 7 лет. При этом каждое оборудование предназначено для ребенка определенного возраста. Здесь они восстанавливают силовую и мышечную выносливость. Юные пациенты получают в полном объеме психолого-педагогическую коррекцию и комплексно-медицинскую реабилитацию. За прошлый год порядка 4000 детей прошли лечение в Центре медреабилитации и спортивной медицины, в поликлинике номер 1, а также в медцентре. Одним из актуальных направлений медицинской реабилитации с прошлого года является реабилитация семей участников специальной военной операции.
По данным тех же медицинских организаций, у нас порядка 150 человек прошло, родственников, участников, и из них около 80 детей прошли реабилитацию в условиях стационара и дневного стационара. В течение последних 3 лет планово проводится подготовка квалифицированных кадров. Новое оборудование, по-моему, очень хорошее. Вообще все на уровне. Чисто, опрятно. Персонал хороший. Ребенок прямо как на праздник идет. Лучше, чем в садик ходим. Посещаем массажиста, логопеда, на ЛФК ходим и физиолечение. Система развития медицинской реабилитации не останавливается на достигнутом. По распоряжению правительства Якутии утверждена региональная программа, оптимальная для восстановления здоровья медреабилитация на 2022-2030 годы. Даяна Федорова, Илья Сыромятников, Якутск. Школьное питание является важной и отъемлемой частью жизни учеников разных школ. О том, как организовано питание в учебных заведениях столицы и во сколько оно обойдется родителям, расскажет Тимур Колмогоров. В Якутске 57 учебных заведений осуществляют питание детей горячими блюдами. Ученики получают еду не менее 1 раза в день, при этом для старшего звена бесплатное питание предоставляется по льготам. Всего льготным питанием охвачены 68% школьников. Это все учащиеся начальных классов с 1 по 4 класс. И с 5 по 11 класс у нас 14 771 ребенок получают бесплатное льготное питание. В эти категории входят подавляющее большинство – это дети из многодетных семей, более 9 тысяч детей. Каждый школьник для успешной и усердной учебы должен получать достаточное питание. В учебных заведениях есть полноценные обеды и завтраки, состоящие из различных блюд. Это и каши с киселем, и овощные супы, и макароны с мясом, и даже мучные изделия. Более 800 учеников обучаются в школе номер 13. Из них порядка 600 – это льготники. Дети из многодетных или малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Всем им нужно подобающее питание, которое каждый день готовят повара школы. Работаем с сентября месяца, обеспечиваем детей горячими питаниями. Сегодня вот гречка с куриным гуляшом была в сметанном соусе. Завтра у нас макароны будут. Вот так. У нас 19-дневное меню, этими готовим. Труд команды пищеблока оценивают ученики. Особенно близки к работникам те, кто им помогает. Раскладывает готовую еду, фрукты, сладости и напитки. Они первые, кто видят и пробуют окончательный результат. Порций на день, конечно же, хватает. Безусловно, тут еда прекрасная. Да, очень вкусно. Порции достаточно большие, чтобы плотно наесться. Кормят разнообразно. Каждый день какая-нибудь новая еда. Нравится, как нас кормят в столовой. Очень приятно. Обслуживающий персонал очень хороший. Порции большие накладывают. Мы, как в роли дежурных, помогаем нашим работникам столовой, следим за порядком. И в целом очень ответственно относимся ко всему, что для нас делают. Глава республики Айсен Николаев отметил, что здоровье ребенка – это ключевой фактор его интеллектуального развития и творческого успеха. Так, на примере школы номер 13 можно сказать, что задача по обеспечению детей качественным питанием отвечает стандарту и требованиям. Тимур Колмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Очистку вод Мирового океана, защиту от наводнений и многие другие ситуации моделируют дети во время занятий по одному из направлений дополнительного образования в стенах кванториумов и центров «Точка роста». На одном из них побывала моя коллега Вероника Таюрская. Президент России Владимир Путин обозначил одной из приоритетных задач всестороннее развитие детей вне зависимости от места проживания, социального статуса семьи и социально-экономической ситуации в России. Сегодня, согласно данным, свыше 147 тысяч детей занимаются в различных кружках. Так, одним из популярных направлений внеучебной деятельности является робототехника. Ее азам обучают в кванториуме Дворца детского творчества имени Фаины Иннокентьевны Авдеевой. Здесь занимаются дети лего-конструированием, и еще у нас по робототехнике наборы есть. Веду 1 и веду 2.
Там дети охотно, активно вот занимаются, они очень любят. Дмитрий Ковляков, несмотря на свой юный возраст, уже участвовал в фестивале «Парад роботов», где в составе команды получил приз за самый технически сложный проект. Мне очень нравится строить что-то из лего, что-то создавать программы. Мне нравится конструировать, собирать и создавать новую технику. С каждым годом даже в самых отдаленных населенных пунктах Якутии открываются центры «Точка роста» по поддержке одаренных детей. Сандал Обутов уже имеет опыт участия в соревнованиях не только по робототехнике, но и по другим направлениям. В Центре образования «Точка роста» занимаюсь 7 класса. Увлекаюсь робототехникой, ракетомоделированием и квадрокоптерами. Принимаю активное участие в соревнованиях. Центры «Точка роста» занимаются развитием навыков и способностей, необходимых для раскрытия потенциала детей. Такие учебные подразделения стали открываться в школах в рамках национального проекта образования, инициированного Владимиром Путиным. Один из таких центров расположен в Кобяйской средней общеобразовательной школе имени Эверстова. Начиная с 2016 года в нашей школе по проекту лаборатории современных технологий работает кружок по робототехнике. Учащиеся с 1 по 8 класс занимаются в кружке, развивая свои технические и творческие способности, участвуют в республиканских соревнованиях. Записаться на кружки в центрах дополнительного образования можно через портал госуслуги и сайт «Навигатор дополнительного образования детей Якутии». Вероника Таюрская, Григорий Охлопков, Якутск. Студенты агроуниверситета активно помогают и поддерживают участников СВО и членов их семей. Об этом сегодня рассказали на встрече, которая была приурочена ко Дню защитника Отечества. Мероприятие «Диалог с равными» объединило всех – студентов, руководство, Министерство по делам молодежи и Центра волонтеров. На встрече говорили о патриотическом воспитании, военной подготовке и дальнейшей поддержке участников специальной военной операции. Сейчас в агроуниверситете работает гражданско-патриотический центр. Студенты и преподаватели по разным направлениям оказывают свою помощь бойцам и их близким. Сейчас у нас есть одна семья. Участник СВО – это одинокая женщина с ребенком, у которой муж участвует в зоне боевых действий. И мы сейчас, она практически у нас подшефная. Всех ребят, всех, кто активных, просим, чтобы они тоже свой посильный вклад внесли в общее дело. Сегодня на базе Якутского технологического техникума сервиса прошел финал интеллектуально военизированных соревнований «Патриот», участие в которых приняли учащиеся профессиональных образовательных учреждений. За ходом событий следил мой коллега Александр Хавренко. Соревнования «Патриот» проводятся среди учащихся средних профессиональных учебных заведений. Впервые соревнования прошли в 2021 году, и с тех пор в канун Дня защитника Отечества команды колледжей и техникумов со всей республики соревнуются в конкурсах, смотрах песни из строя и военизированной эстафете. Мы готовились вместе с нашим отделением местным «Юнармия». Они нам помогали, рассказывали все построения, все команды и все функции солдата. Уже все с ребятами подготовились и разобрали, кто в какой эстафете участвует. Я за этап бег в противогазе с автоматом. Ровно месяц. Я надевал с закрытыми глазами противогаз, снимал, каждый день повторял. После этого я бегал с автоматом по километру в день. С каждым годом учебных заведений, которые желают принять участие в играх «Патриот», становится все больше. Активные игры «Патриот» проводятся у нас с 2021 года. Начало заложено в транспортном техникуме, когда в условиях ковида ощущалась острая нехватка очных мероприятий. Тогда в 2021 году приняли участие в дистанционном формате 21 команда, участвовало 142 студента. В прошлом году это уже было 26 команд, порядка 182 студентов. И в этом году, с учетом отборочного этапа, уже принимают участие 27 команд и 280 студентов. По регламенту соревнований в каждой команде должно быть как минимум 2 девушки, которые наравне с парнями и маршируют, и принимают участие в этапах эстафеты. Наверное, я не смогу прям точно ответить, почему я участвую из года в год. Просто мне это очень нравится, меня это заряжает, и я люблю это дело. Подготовка
занимает примерно месяц. Отвечаю за этап ящик, буду носить с боеприпасами. Там участвуют 2 человека, принимают участие. То есть мы обвигаем конус с ящиком. Победители финала получат переходящий кубок «Патриот» и честь проводить следующие соревнования на площадке своего учебного заведения. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск. 22 февраля в преддверии Дня защитника Отечества и к юбилею группы «Альфа» состоится премьера фильма «Командир», основанного на реальных событиях. Рассекреченные материалы легли в основу картины. Это история о Гене Зайцеве. Он обычный мальчик в глухой уральской деревне. Вырос в многодетной семье без отца, преодолел трудности военного детства и послевоенной разрухи. Но сумел стать героем Советского Союза, защитником и легендой органов государственной безопасности. Валериан Гаврилович Рыбкин – почетный гражданин Ленского района, почетный старейшина республики, ветеран труда, строитель и активный общественник, проработавший в Ленске более 50 лет. Через 2 месяца он отметит свой 85-летний юбилей. И сегодняшний сюжет наших ленских коллег посвящен именно ему. Валериан Гаврилович родился 9 апреля 1939 года. Всю жизнь отдал Ленскому району. Более 40 лет проработал крановщиком, возводил многоквартирные дома. Нет такого объекта, к строительству которого он был бы не причастен. Я строил самый первый здесь, самый первый, каменный трехэтажный жилой дом. Я единственный из всех, кто сейчас, живой, может рассказать, где он стоит. За добросовестный и многолетний труд в прошлом году ему было присвоено звание «Заслуженный строитель Республики Саха-Якутия». Выйдя на пенсию, Валериан Гаврилович занялся общественной деятельностью. Он состоит в Совете ветеранов, в Совете старейшин, 20 лет поет в хоре. Был солистом, до сих пор радует своими выступлениями ленчан. Очень давно он ходит в хор, уже не помню с каких годов, но давно. Он поет в хоре, в ансамбле, иногда выступает соло. Ответственный такой человек, болеет за коллектив. Вот какие-то инициативы свои там проявляет. Добросовестный. Много лет проработал внештатным корреспондентом газеты «Ленский вестник». Увлекается фотоискусством. В его коллекции 1000 снимков. На них запечатлена природа родного края, ее обитатели и, конечно, птицы, которых уже несколько десятков лет Валериан Рыбкин кормит из окна собственной квартиры. У меня птица сколько прилетало? Синички, воробьи. Снегири. Однажды прилетела сова. Валериан Гаврилович является и почетным дарителем музея. Более 20 экспонатов, среди которых самый ценный мотоцикл ИЖ-56. Он отдал на хранение в фонд музея. Валериан Гаврилович нам приносил еще множество предметов различных, включая крупную технику, и бытовые приборы, и много мелких предметов, и документы, фотографии. За что мы ему, конечно, бесконечно благодарны. Это, конечно, останется у нас на хранение, будет передаваться из поколения в поколение, как память о советском прошлом. 9 апреля герою нашей передачи исполнится 85 лет. Планов долгосрочных он не строит. Пусть все идет своим чередом, а желание есть только одно, чтобы близкие, родные люди были живы и здоровы. В преддверии дня рождения желаем Валериану Гавриловичу отметить еще не один юбилей. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. С 21 февраля по 3 марта в Казани проходит инновационное спортивное событие «Ежегодный фиджитал» – турнир игры будущего. Здесь принимают участие около 2000 киберспортсменов со всего мира, в том числе и команды из Якутии «Хату». Игры будущего – это первый в истории международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, который объединяет элементы как физической активности, так и цифровых технологий. Участники будут соревноваться на стыке цифрового и физического пространства по футболу, хоккею, баскетболу, гонкам, единоборствам, скейтбордингу, виртуальной велогонке и BMX. Пройдет также и турнир по лазертагу в стиле шутеров Warface, Counter-Strike 2 и стендов. Сборная республики сегодня вылетела в Иран на 8-й клубный чемпионат мира по вольной борьбе. Участники соберутся в мазанарадском городе Таникабон и в течение 2 дней, 5 и 6 марта, разыграют почетные трофеи $40 000, которые разделят 3 лучшие команды. Всего же ожидается участие 8 команд, 6 из них приедут из России, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Индии. Исламскую республику будут представлять 2 коллектива – победители Лиги Ирана Банк Шахр и допущенный на правах хозяев клуб из Таникабона.
Тем временем в Якутске стартовали всероссийские соревнования по стоклеточным шашкам памяти заслуженного тренера России, Республики и СССР Николая Кычкина. В соревнованиях приехали принять участие из 5 регионов страны, всего 170 участников с детьми. Это из Башкирия, Иркутск, Красноярск, Приморье и Республика Саха. Отмечу, соревнования могут посетить семьи и принять участие во всероссийской акции всей семьей, которую инициировал президент России Владимир Путин. Наш турнир пройдет по 2 программам. Это классика, длинная игра, которая будет играть 3 дня. И еще 24-го, в последний день, будем играть в Блиц-программу, где сыграем уже весь турнир за один день, быстрые партии. У нас в этом году еще планируется проведение Кубка России, Кубка Ильдархана совместно с Министерством спорта, с Федерацией шашек Республики и с НХЗ Групп. С 25 по 31 марта в Нерюнгри пройдет республиканская спартакиада по зимним видам спорта. Это будет уже 5-я спартакиада, которую традиционно один раз в 4 года принимают города Южной Якутии. Для финала спартакиады были выбраны 10 спортивных дисциплин. При этом в Нерюнгри пройдут соревнования по хоккею, также горнолыжному спорту, северному троеборью, которое включает в себя прыжки через нарты, метание аркана на хоре и северный тройной прыжок, а также сноуборду и фигурному катанию. Бороться за медали в остальных дисциплинах спортсмены будут уже в Алдане. Подготовка идет. У нас была комиссия, работала комиссия в районе, да, во главе с заместителем министра спорта Гаврилом Махначевским. У нас прошло большое совещание, на котором мы определили самое главное – это объекты, где будут проходить наши спортивные состязания, а также, конечно же, это объекты, где будут проживать наши спортсмены, судьи, гости нашего этого спортивного праздника. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.